Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Новостей сегодня у нас много. Попробую рассказать по порядку. Сначала о московских хвостиках. Как вы помните, на одну из передержек мы поселили Найду, которую я забрала на свое кураторство после смерти хозяйки, которая оставалась в квартире с кошками после ее смерти. Так вот, ее простерилизовали, и туда же приехала Элис из Нальчика. И там же живет еще наша Лолочка. Ей проводится лечение глаз. Пытаемся сохранить Лоле зрение хотя бы одного глазика. Посмотрите, как сладко и безмятежно спят наши настрадавшиеся девчонки. А теперь расскажу о Робине, который прилетел со своей подругой Симоной к нам в июне. У него была проблема с ногой, но врачи не решились делать операцию, а назначили курс таблеток, и вот их мы пропивали в течение лета. Но таблетки закончились, и снова стало плохо. Снова пошла сукровица из раны. Так, Робин у нас едет снова к доктору. Проблема с ногой. Покажи, вон ты как ножку поставил, да? Ой, опять сукровица у тебя, да? Боже, боже, боже. Ой, ой. Малышек, да ты какой умный. Лечить тебя надо, малыш. Как бы ампутировать не сказали. И ставить тоже там. Так. Что-то там не то у него. Давай, запрыгивай, прыгай. Врачи не сразу пришли к заключению, что с ногой. Рентген не показал ничего опасного, ничего страшного. УЗИ тоже не показало ничего страшного, кроме небольшой капсулы с кашицеобразной жидкостью, скажем так. И опять-таки они не видели причину этих свищей. Были поездки к разным врачам в разные клиники. Тут какая-то кашицеобразная масса. Но она вот ограниченная. Вот она здесь вот нормально. Сформируется и толстую стену поймет. И вот только в одной нам согласились помочь. Взялись сделать операцию. И назначили все-таки КТ с контрастным веществом. Да, прямо во время операции. И обнаружилось, наконец-то, причину обнаружили, что у Робина был сильный перелом, да такой, что осколок его же кости попал в трубчатую кость и стал причиной и хромоты, и мокнущей раны. Операция проведена, все прочистили, взяли анализ на бак-посев и выставили немалый счет. Друзья, я без вас не справлюсь. Пожалуйста, помогайте. Пожалуйста, очень прошу. Мы так долго мучились
все лето. Нам очень надо оплатить сегодня же. А сейчас якутские новости. Наша жизнь такова, что радость и горе, хорошее и плохое, идут с нами рядом. Когда волонтеры приехали на пустырь, где жила стайка щенков, которых недавно мы подкармливали, которых мы даже привили, они не увидели никого, обошли все вокруг. Нашли только трупик одного щенка, который был привит, которого мы собирались вывести, и одного живого малыша. Щенкам уже была сделана прививка, и в планах было поставить вторую, а потом забирать. Передержек-то нет в Якутске. Но привитым могли бы где-нибудь найти местечко. Ну, может быть. Ну, кое-как, ну как-нибудь. Что с ними произошло, можно только догадываться. Но даже озвучить не могу. Душат слезы. Я очень хотела их спасти. Мы делали все, что было возможно. Остался в живых всего лишь один. И его надо вывозить. Ему поставили вторую прививку. В уголок его приткнули. Но, может, все-таки сможем. Может, вывезем. Ох. Друзья, это Якутск. Суровый и жестокий край. Теперь о семье Мии и Оскара. Помимо будочки, хвостиком отгородили сеткой, рабицей небольшой кусочек земли, чтобы малыши не разбегались. Рядом дорога, это опасно. Мия проходит курс лечения, делают капельницу. Уже прошла 3 сеанса, и завтра 4. Я надеюсь, что окончательная процедура химиотерапии. Это пока все, что мы можем для них сделать. И также ищем для них пассажиров. Волонтеры ездили в ППЖ забирать оставшихся, которых мы наметили. Забрали серую красавицу, которая в прошлый раз не поместилась в машину. Также забрали девочку, похожую на золотистого ретривера из прошлого ролика. А также еще одну забрали, Альфу, типа лабрадорика. Это собака от умершей недавно хозяйки. Она тоже угодила в ППЖ. Раньше она была улыбающейся, когда жила с хозяйкой. А теперь сидит грустная, понурая, в клетке. Итого на моем кураторстве, кроме московских вывезенных собак, еще в Якутске теперь остаются 21 хвостик из ППЖ, семейка Мии и Оскара. Буквально на днях намечается пассажир, а может быть и 2. Нужно решать, кого вывозить первыми. Мест ограничено. Но кто-то нуждается более остро. Это малыши, это короткошерстные собачки и те, которые находятся совсем в стрессе, которым плохо и на передержке тоже после предательства, после семьи, в которой они жили. Конечно, надо быстрее их вывозить. Друзья, я надеюсь, что вы поможете нам в очередной раз. Не оскудеет рука дающего, и вы сможете помочь оплатить дорогу. Давайте теперь собирать на дорогу. Нам очень нужна ваша помощь.